задавали вопросы и не боялись задавать вопросы. Потому что у них в исламе порицается вообще задавать вопросы. Говорит, приводятся притчи, потому что есть аят об иудеях, что, мол, люди до вас задавали вопросы, на которые ответы им не понравились бы, после чего они стали кафирами. Не задавайте лишних вопросов. И приводится притча об иудеях, которыми сказали заколоть корову. И они пошли к Мусе и сказали: «О, Муса, спроси своего Господа, какая должна быть корова? Коричневая, черная, красная, белая?» Муса пошел, спросил, Аллах сказал там какая-то коричневая, белая, что-то там. Иудеи опять пришли и сказали: «О, Муса, спроси своего Господа, пятно должно быть на корове или нет? Такой она должна быть, или сякой она должна быть». Короче, бесконечно они задавали вопросы. И вот чуть они не стали кафирами. То есть поэтому, и когда ты открываешь первую страницу, вторая сура начинается, да, на следующей стороне страницы первой, сразу говорится, это Писание ясное руководство для богобоязненных, в котором нет сомнения. То есть тебе нельзя сомневаться в Коране. Если ты засомневался в Коране, это уже означает, что ты куфар. А без сомнения невозможно установить истину. Сомнение – это единственный людской инструмент для установления истины. Если мне ты пришел и говоришь: «Я видел вчера твоего отца, он мне сказал, что у тебя дома в этом месте есть столько-то, столько-то денег, ты должен их мне отдать». Если эту информацию я не поставлю под сомнение, не изучу его, не исследую его, не найду доказательств, то я отдам ему деньги, я буду тупым человеком, короче. Так не работает. И сомнение это единственное. А Коран говорит стать сразу тупым. То есть выбросить инструмент сомнения. Не подвергать сомнению, а просто принимать весь бред, который дальше будет в Коране рассказываться. Нет, называемое критическое они говорят, мышление, так? например, тогда, ты сказал же, люди тогда спрашивали у людей и получали ответы, которые им не нравились. И есть такое еще понятие, как если у человека нет знания, и вот, например, я вообще ничего не знаю, и спрашиваю, например, у христианин, как так поступить, я же буду слушаться, потому что у меня нет знания, и я его получил от вас. И я вам поверю и пойду делать так, как вы сказали. А если у меня, к примеру, есть какое-то знание, я смогу ваши слова как-то переварить и понять, истина это или нет. А не знающему человеку... Нет, ты не совсем понял, о чем речь. Если я тебе с Корана, например, приведу аят «Коран истина», ты сможешь это поставить под сомнение? Ну, вот, например, сура Нет, вот 21, в Коране... аят 7. Вот в этом и речь. Не, Да это если дело ты не с можешь Кораном, поставить... а это дело с христианами. В Коран нужно верить. Причем тут христиане? Я говорю о вас. Причем тут христиане? Ну и атеисты, скажем. Причем тут и атеисты? Я говорю, вам нельзя задавать вопросы. То есть сказать, например... Аят не запрещает. Да, ставить под сомнение Коран нельзя, это правильно. Если ты не ставишь что-либо под сомнение, значит ты лох. Почему я лох? Тебя лоханули, поздравляю. Ну, потому что Коран сам говорит истина, поэтому Коран истина – это порочный круг. Так нельзя установить истину. Истина останавливается, поставив что-то под сомнение. Вот я сижу, да, например, у себя в Чечне. Ко мне приходят буддисты и говорят: вот буддизм истина. Почему, я спрашиваю? Потому что вот в буддизме так сказано. Если я... И нельзя это ставить под сомнение. Если я это не ставлю под сомнение, я скажу: ну окей, хорошо, раз буддизм говорит, что оно истинно, давайте мне буддизм. Потом завтра придет кто-то другой и скажет: вот у нас тут есть коммунизм, коммунизм истина. Почему? Потому что коммунизм говорит, что коммунизм истина, и нельзя это ставить под сомнение. Я стану коммунистом. Завтра придет другой, он скажет то же самое. Я буду лохом, который буду брать со всех сторон, короче. Если я умный, разумный человек, что-либо мне не принесут, я это буду ставить под сомнение. Только так я смогу установить истину. Это единственный инструмент для установления истины. Сомнение.
Ты же слышал о критическом мышлении? Об этом тебе Прометей говорит. Ну, я понял. Критическое мышление. Ну, Всем привет, ребят. Ангро, смотри, привет. знаешь почему? Ага. Приветствую. Знаешь почему? Вот на сейчасшнее время мусульман становится больше. Не Вот, становится. скажу. Становится. Ну, это уже правда. Нет, это... не Как становится. бы тебе Нет, это не неправда. нравилось? Нет, как У бы вас тебе уже не из-за нравилось? демографии. Нет, Не, мне как не бы может вам- не нравиться того, чего не существует. Нет, Мусульман больше Ты- не становится. ты Дело... просто не хочешь в это Дело верить. в том, Ну, это, что- ладно, не суть. Не суть. Причем тут верить, не верить? У меня есть факты, статистика и доказательства, притом от самих мусульман. Сейчас сколько? Сами например? мусульман. 2 миллиарда. Хиджаб, знаешь, кто такой? Чего? Кто Хиджаба такой? знаешь? Человек. Чувак А, есть это- такой да, в да. Лондоне. Да, Али Дава, знаешь Али Дава? его нет. Вот он тоже с ним тусуется, он тоже на Западе. Дааватчик. Они именно люди, те, которые самые Призывают. знаменитые на данный момент, люди, которые занимаются призывом в ислам. Не, уличные. Вот они- призывы. У них, например, Не только, самый не только знаменитый- уличный, но и не уличный. Это самый знаменитый на данный момент. Нету знаменитее, чем они, популярнее, чем они, тем, которые занимались бы тем же самым призывом в ислам людей. Сегодня на данный момент не существует популярных. Мгм. Вот они, и не только они, там еще и есть имамы в мечетях, еще есть муфти Менг. Вот они утверждают совершенно обратное, что Почему? сколько-то процентов всех этих детей, сотни тысяч людей, сегодня рождающихся у мусульман детей, покидают ислам. Там статистика целая приводится, я могу тебе это видео полностью показать, и все видео, и все разговоры. То есть я не могу бояться того, чего не существует. Мусульмане становились больше, потому что мусульмане, они чуть-чуть опоздали с индустриализацией, с коллективизацией, с индустриализацией, с технологиями и так далее. И были бедными. А те, кто беднее семьи, где беднее общество, где бедные технологии нет, они больше развиваются, точнее размножаются. А Европа, Запад, поскольку он давно уже прошел все это, рождаемость пала. А у мусульман она сохранялась до сегодняшнего дня. И поэтому они в какой-то момент становились в количестве очень возрастали. Но сегодня и мусульманские общества то же самое полностью уже сравнялись с немусульманами, и рождаемость точно, абсолютно такая же, как у европейцев. 2, иногда редко 3 ребенка. 1, 2, 3 ребенка. То есть, а теперь вот эти дети, рожденные, за счет которых мусульман стало больше, они выходят из ислама. Все, и они тоже не помогли. Третье теперь. Те, которые принимают ислам, там бывшие, в кавычках, христиане, которые про свою религию ни хрена не знают, там видео ютуба насмотрелись, приняли ислам, они сразу же становятся блогерами и начинают кричать: «Я принял ислам, Иисус не Бог», еще блогерами становятся. А мусульманин, бывший, из мусульманского общества, он не может открыто сказать, потому что за это смертная казнь полагается по исламу. Выход из ислама – смертная казнь. Поэтому мы не видим открыто кричащих по всем платформам в Ютубе, ТикТоке, в Инстаграме бывших мусульман, которые кричат, становятся блогерами и А я начинают видел. опровергать ислам. Видел парочку. Антихадис кто такой? Антихадис. Он Вы тоже вышел из ислама? видел парочку. А христиане бывшие, Ну да, парочку, потому что так и есть. потому что будет смертная казнь остальным за это. А вот антихадис, христианам бывшим, Его не казнили, он живой, тут разговаривает себе, сидит на диване или на работе. потому Да что что- он в Америке. он Ты свою- лицо видел антихадиса? Я видел только его шляпу. Потому что он в вот. нормальной стране, которая оберегает своих граждан. И то я бы находится. смог бы свое лицо бы показывать, как бы Прометей бы, да? Но есть одна причина. Какая причина? Причина одна. То, что у меня есть большая семья исламская, которую мне найдут и могут предъявить.
Поэтому я этого не делаю. Ну вот, Да, я да, тебе ладно. поэтому говорю, мусульмане бывшие, христиане бывшие, которые принимают ислам, им по христианству ничего за это не будет, никто их не казнит. Такого шариата нету у христиан. Поэтому они спокойно, там в Москве, в своем Мухосранске, где-то какой-то Иванушка, какое-то быдло, принявшее ислам, он становится блогером. Саляму алейкум, братья мусульмане. Становится блогером. И мы их видим. И нам кажется, что вот, христиане принимают ислам больше, чем, покидают ислам, принимают ислам больше, нам кажется. Потому что третий вот этот вариант, я тебе называю его, это третий, это только третий. Потому что бывшему мусульмане, опасно говорить, что он вышел из ислама. Поэтому нам кажется, что таких мало. Хотя на самом деле по статистике от самих мусульман, которые эту статистику проводят и проверяют, да, по словам, по подтверждению самих же и мусульман, подтверждаемой по статистике, ислам покидают намного, десятки раз больше людей, чем его принимают. Так, Я не могу бояться того, чего нет. сейчас. Мгм. 10 лет. Я сейчас тебя вспомню. И самое главное, конверсия у вас нулевая. В действительности очень можно слабая. сказать «не»? Нет, подожди, я закончу. И, как я заметил, вот эти вот, как Хармат подметил, полупокеры, которые принимают ислам и сразу начинают там в тусовку вливаться, блогером становиться. Из того, что я видел, как правило, это ничтожные люди, которым не хватило валидации. То есть они никому вообще нахрен не уперлись. Они, лузеры. Вот тот же Лакон, например, который сейчас вот в их компашке там тусуется. То есть это человек с очень низким интеллектом. И А он может, никому- они не хотят верить в 3 богов? Или 3 в одном? Ой, боже, помолчи, я не закончил. И как в конечном итоге он просто как бы находит валидацию там, несмотря на то, что при этом продает, получается, свою честь, свою идентичность, самое главное, он продает то, чем он является, он оставляет ради вот этой вот слабости, из-за слабости этой, которая требует вот этой вот похвалы, чтобы ему сказали, какой он хороший, что он брат вообще, что он чего-то стоит. Правда заключается в том, что он ничего не хочет делать, чтобы что-то он стоил. Он не хочет развиваться, он просто хочет принять парадигму, в рамках которой он закономерно получит, получается, какую-то вот эту вот валидацию. Это то же самое, что, например, прикинь, я не знаю, вот если бы я был бы вот просто каким-то конченным чмом, у меня бы ничего в жизни бы не было, и вместо того, чтобы что-то менять в своей жизни, я бы просто бы вступил в какую-нибудь секту. Вот в какую-нибудь секту бы вступил, и там бы мне говорят, брат, какой молодец, брат, ты открыл глаза, машалла, машалла. Вот такого уровня получается дискурс. Алим, скажи, пожалуйста, у Солнца есть тепло? У Солнца? Да, наверное. Да, он жару дает нам, тепло дает Солнце. Ее Днем лучи дают. Оно дает нам свет. на и- Земле, да? Ну, Ну да, свет дает, лучи дает. Да, у него есть свет, у него есть температура. Несколько вещей у него есть, да? да. А почему у Бога не может быть духа, слова и его? Потому что и Солнце, да, круглое, светится тогда, это является творением. У Бога, по крайней мере в исламе, у него есть Но голос. тем более, еще раз, Э. тем более, будучи творением, Мгм. у него есть все эти способности у Солнца. А Бог, он же еще мощнее. У него этих способностей нет? Почему нет? Он все Ну ты же могущ- только что говорил, может, они просто не хотели верить в 3 богов или 3 в одном, и они приняли Бога Знаешь, вашего почему я это Аллаха, сказал? который без жены, еще раз, который без жены, и они Лучше вместо его этого выбрали Бог. А? Они
Знаешь, Лучше почему его я так электронно, сказал? потому что никак я вот Подожди. объясняю, лучше это сделать там вообще Потому какую-то- что у вас Отец, Сын и Святой Дух. Ну, может, не у тебя, протами, но, по крайней мере, у христиан. И у них Отец послал Сына, то есть свою вторую частичку, чтобы она призывала людей, да? Вторую частичку. Помолчи. Почему? В смысле, Почему помолчи. послал? Это, послал, это же не буквально там отправил ходить куда-то. По крайней мере, он пришел на землю и начал призывать. Проявил в миру, например, в миру себя, свое слово. И оно начало приходить и призывать. Третья, точнее, частичка приняла вообще образ голубя, и ее предназначение, я не знаю, короче. И Образ голубя. посерединке Отец. То есть Серединка. божественная семейка какая-то. То есть одна часть дополняет другую. Это А где не это? явля- Подожди секунду. Подожди, а где можно такое объяснение Троицы посмотреть в христианстве? Да Троицы вообще нету, не существует. В Библии слово Где? Троица Ну, ты же нету. только что рассказываешь, что... Алло. Ты же только что я говорю, рассказываешь, что что христиане... в то, что Еще вы раз. верите, я говорю. Еще раз. Да. Покажи нам теперь, где мы в такое верим. Ну, пусть будет христианин. Да, христиане. Да. Покажи нам, где мы в это верим. Откуда у нас ты это взял? Да, сошлись на текст, где вот... Вы не верите например, в Троицу? Помолчи. Нет, про голубя, который отправил частицу, все, что ты сейчас объяснял. Нет, вот Где, самое- да, где самое- у нас Не, такое Вы объяснение? говорите, вы Самое говорите. ключевое. Ты, У- нет, у ты ислама говоришь, нет чувак, то, что логики. ты заявил, да, нету, я могу это доказать. А у вас есть 3 в одном Бог. У вас логика есть. Чувак, а ты знаешь, что такое ипостась вообще? Вот ты сказал то, что частицы. Вот скажи, пожалуйста, сошлись на одного из их, вот христиане, вот они веруют в то, что это вот частицы Бога, части. Сошлись, получается, на один труд, где там написано, что это части Бога. Ты угораешь, что ли? Вот скажи мне, пожалуйста, есть электрон у тебя? Вроде как электрон это один элемент, это одна такая вот сущность. Почему-то у него внезапно он одновременно существует в двух модулях. Он одновременно и частица, и волна. Неужели это два электрона? Скажи мне, пожалуйста. Неужели у тебя не может быть несколько модулей существования у одного объекта? Если, сука, у электрона, этой маленькой ничтожной частицы есть, но у Бога быть не может, да? Это В этом уподобление как бы творения. разница между... то есть у творения может быть более, получается... Нет, потенция, уподобление чем- творению, как только ты начал уже объяснять и рассказывать Троицу. Вот ты уже и начал уподобление. И тебе рассказывают, неужели вот ты хочешь своим глупым разумом, уподобляя Бога творению, показать нелогичность Бога христианского. Так Это ты христиане уподобляешь. говорят, что Иисус Бог. Одна из, то есть, как сказать, ну, короче, Ты понял, что такое электрон? Ты знаешь, что это такое хотя бы? ну, примерно. Ну, я Ну понял. вот примерно ты так и говоришь про остальное. И Подожди, еще раз. меня Это перебили, один я забыл, электрон что или хотел два? сказать, короче. Это Ну, один говори. электрон. Давай так, это один электрон или два электрона? Скажи, пожалуйста. Вот Что? тут одновременно электрон одновременно и частица, и волна. Мгм. А одновременно. Это один электрон или два электрона? Ну, один электрон из этого, Ну, ну, один и... электрон. А Бог, когда один в сущности своей, и он в трех модулях существования предвечно существует, это три Бога, да? То есть Бог... Что ты несешь? Что я несу? Я молчу. Да, он вообще не понимает, что ты ему говоришь про электрон. Не, я в шоке. Он тут рассказывает и говорит, что ты несешь. Дайте я ему на его уровне вопрос задам в конце этой концов и уйду. Больше не буду никому мешать. Подождите. Ему надо ответить, подождите. Поймет он, не поймет, это его проблемы. Главное, чтобы ответ был. Можно объяснить как-то поподробнее вот эту ситуацию с Иисусом Христом? Можно?
В каком смысле? Прометей. Смотрите, если ты как человек, да, имеешь душу, и я эту душу переселю в другого человека, ты перестанешь существовать? Ты как, как тебя зовут, я не знаю, ты как Вася, допустим. Тебя будут звать Вася в другом теле или Вася в теле, в котором ты существовал раньше? Допустим, сейчас Иисус Христос, да, является и Богом, и человеком. Он имеет ту сущность божественная в человеческом теле, и ты не можешь говорить, что само тело это является Бог. Сам Иисус Христос в теле был и человеком, и Богом. Если эта сущность перешла бы в другое тело, это был бы сам Бог в другом теле, опять же. Не тело определяет Господа. Поэтому, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Господа, не самого человека. Чего? Надеюсь, я понятно объяснил. Он тебя спросил, Просто Не, чего? вообще они это путают троица не Иисуса твоя. Христа и говорят, что мы человека называем Господом. Нет, И мы не человека называем Господом. Мы то, что находилось внутри него, называем Господом. Логос. То, что Твой говорило Аллах, через например, него. твой Аллах, например, каждую треть ночи спускается на нижнее небо. Мгм. Когда он Но мы- спускается, его трон... А? Да, трон не остается пустым. Есть такое понятие, да? Он, И он как в фантастической четверке, у него задница на троне, а тело приближается, да? Рид Ричардс. Смотри. Во-первых, мы же не видим, как он спускается, и мы не видим, спускается его, как он тело спускается, он спускается как какое-то творение. Он спускается так, как ему подобает. А слово свое он отправил уже через книгу, через ангелов, но он не спустился в теле, и его не видели как тело. А спускается на нижнее небо так, как ему точнее подобает. Ну, Э, молодец. и- такой Когда сказал он понятие. спускается на нижнее небо, трон не Трон не пустует, остается. да? Да. А что он на трон сажает? Что? На трон что он ложит? Ты же говоришь, он не пустой бывает. Он Ничего курицу не сажает трон. на трон или что? ничего Джина не сажает на трон. Одна нога. Одна нога на Одна троне, нога другая остается нога или тоже задница на у ногах. него остается на Ты троне? уже представил, Ты что какой-то когда-нибудь- ты человек когда-нибудь- сидит на подожди, стуле, пожалуйста. хочет спуститься Можно я на пол, Вот но его стул не именно, остается, вот потому что именно, но вот Бог не человек, вот в чем ваша именно, проблема. вот именно. Ты представил троицу как человека, разделил их на человеческую семейку. Вот именно. Поэтому Но потом- прекращай глупые вопросы и концентрируйся на том, что ты способен понимать. Знаешь, почему я так сказал? Потому что когда ты задал вопрос, спускается ли Аллах на нижнее небо, а трон не остается То есть- пустым. Будь играл Но- в твистер, Хармат. Знаешь, что такое твист? Мгм. Нет, не. Он там и- а, Не слышно. Он э, ищет что-то. М? Он что-то ищет, подождите. Алим, я тебе когда-нибудь задам такой вопрос, который у тебя будет ответ. Потому что ты ищешь Что я ищу? истину в Коране. Она есть? Ну вот тогда, пока они ищут, ответь мне на этот вопрос. Я никак не могу найти на него ответ. Это сура 65, аят 4. Мгм. После повеления разводиться в соответствии с установленным для этого сроком, Аллах сообщил людям о продолжительности этого срока. Если у женщины прекратились месячные, то установленный для развода срок равен 3 месяцам, даже если муж сомневается в прекращении менструации. При этом каждый месяц соответствует одному менструальному циклу. Прекратиться менструальные кровотечения могут из-за пожилого возраста женщины или по иной причине, а сомневаться в этом муж может в том,
А случай, если прежде у его жены регулярно были менструации. Вот теперь хорошо послушай, что я не понимаю. Установленный срок для девушек, не достигших половой зрелости, у которых менструации пока еще не начались, а также для взрослых женщин, которые вообще не могут быть менструации, также составляет 3 месяца. О каких неполовозрелых девочках говорит Аллах? Что это такое? Как это объяснить? Это толкование о сааде этого аята. Я вот не могу никак понять. Ну так и написано, установленный срок для девушек, не достигших половой зрелости. Это что за девочки такие? Сейчас. 5 минут. Или о сааде ошибся в каких-то там выражениях. Он что, ушел? Жалко. Блин. А я так Ну хотел да. поговорить с ним. Я тоже давно ждал. Часа полтора. На этот вопрос. Алло, Да, слышите меня, да? слышим То, что тебя. задал вопрос, я могу ответить на этот вопрос. Отвечаю? У арабов Отвечаю. была такая, слышите меня? У арабов была такая, ну, типа, традиция, что ли, сказать, или как там. Типа, заключались брак, но в половое отношение они... Вы слышите меня, да? Слышим. Говори. Никто не мешает ему. Вы Пусть он слышите? скажет. Да-да, говори. Полового акта не было. Было, типа, женились, но полового акта не было. Но девушка, скажем так, созревала, и после этого вступались в половой брак. Это касается того, А как девушки, она созревала, брат? А как она созревала? Как Ну, арбуз? созревала, Он имеется в серьезно виду, что сейчас? уже Подожди, возраст Он Хоть сейчас и я- серьезно? Он мусульманин? Слышите меня, нет? Я не знаю. Он серьезно сейчас Альхамдулилля, говорит? конечно, мусульманин. Альхамдулилля, говорит, брат. Ты идиот, там прямо сказано, засунули, блин. В 9 лет, идиот, прямо у не нее так дома. считается. Как где там считается, идиот, дебил? Нет, Где я там, не говорю, где там говорится считается. это? Да, там же говорится в хадисах. Прямо засунули ей в дупло, прямо на ее кровати, Где прямо у говорится, нее в хадисе, что дома. её прям засунули в дупло? Где это говорится? Что ты мне говоришь? Хорошо, Где это хотите, говорится, чтобы что я было прочитал? половое сношение. Прочитай, Хорошо, да, без прочитай, проблем. нет транскрипцию, прочитай мне полностью, Хорошо, как оно было. без проблем. Полностью прочитаю, как ей присунули. Какая сура и какая А аят? что за хадис? Что за хадис? Что за хадис? Сейчас скажу. Спокойно. Спокойно. Мы ждем. У вас даже в Чечне это такое было. В Чечне было до ислама. Никогда Что, не было что ли? этого в Чечне. Никогда. Было, Что всегда было? было. Во всех Никогда. народах было. Во всех Никогда не народах было. было, Ни в как это не одном было. народе. Что у меня Я чеченцев тебе... было, хватит не Не было. желания. кричи, Ладно, пожалуйста, разговор. животное в микрофон. Я тебе более того скажу, что не только среди народов, Пошел даже нахер животные... отсюда, долбоеб. Еще раз. Даже животные Животное, такое... настоящий животное. Еще раз. Даже животные Ладно. такое не делают. Животное, взрослое, самец, ни в одном животном обществе не накидывается на маленького самца. Даже животное такое не делает. А если Животное, такое да помни. делает человек, это... Я не Нет, закончил. нет. Когда я говорю, нельзя вмешиваться. Когда я говорю, надо молчать. А вот если это человек делает, если у тебя, не дай бог, там, посмотри, если ты постареешь, там 50 будет тебе, 40 лет, и у тебя встанет хрен
на маленького ребенка, которого ты увидишь, как в куклы играет, и у тебя встанет хуй на него, сразу иди к врачу. Это болезнь, это считается отклонением, это является отклонением. Так вот, это даже животные не делают. Так вот, насчет хадиса, где это сказано? Это сказано в Сахихе Муслима. 1422 хадис. Хадис гласит: посланник Аллаха женился на мне, когда мне было 6 лет, и вошел ко мне, то есть консумировал брак. В арабском языке там стоит слово консумировал, то есть это эвфемизм тому, что присунул. Если вы не знаете, что означает эвфемизм, идите и загуглите. Это буквально в переносном смысле означает присунул. То есть пончик огурец засунул. Вот так, когда пончик огурец засовывают, в арабском языке говорят вот таким эвфемизмом. Вошел к ней, консумировал. Когда мне было 9 лет. Шарх имама ан-Навави, 9 том, 206 страница на этот хадис, толкование, раскрытие от имама ан-Навави, где он приводит все мнения всех 4 мазхабов, которые именно обсуждают о том, в 9 лет, до 9 лет можно присунуть, или только в 9 можно присунуть, как Айше в этом хадисе присунули. То есть все 4 мазхаба строятся на том, можно ли принудить к сексу 9-летнюю жену, или можно ли принудить к сексу до 9 лет. И некоторые говорят, можно до 9 лет принудить к сексу, некоторые говорят, что только в 9 лет можно принудить к сексу, ну и так далее. А если еще больше, как присунули, полная история нужна, то мы здесь обращаемся к Тариху ат-Табари. Ибн Джарир ат-Табари. Его тарих называется Тарих ар-Русуль ва аль-Мулук. Открываем первый том, 163 страницу, где приводится полная история, как Айша, он заключил с ней брак, когда было 6 лет, и когда ей исполнилось 9 лет, он пришел к ним домой и уселся у них дома на ее кровать. А потом они Айшу привели, посадили ему на колени, и он прямо у них дома, все встали, вышли, прямо у них дома, в доме своего лучшего друга Абу Бакра, прямо у него дома, на ее же кровати, его 9-летнюю дочку, лишил девственности. И полная история приводится. История отсюда, об этом полном рассказе, является достоверной. Достоверность подтверждает у нас тот, кто сделал тахкик этому тариху. Его имя, тот, кто исследовал этот сборник, тарих ат-Табари, это Мухаммад аль-Барзанджи, который написал свой труд Сахих ва даиф Тарих ат-Табари. То есть достоверные и слабые предания из истории ат-Табари. Он в 2 томе, 350 страниц, приводит эту историю и подтверждает иснад данной истории. Вот и все. А то, что ты тут пердел, животное, которое было, шадад, мадад, животное, тупоголовый баран, а то, что ты напердывал, мол, они там ждали, пока повзрослеет, можешь привести хадис или аят, что такое вообще делалось? Конечно, не можешь, тупое ты животное, овцеёб. Ты все? Если нужен хадис достоверный от муслима, я могу прочитать тебе. Берс, вот на секундочку. Это, ребята, объективная мораль. Объективная мораль от Бога. Вот вы просто не понимаете. Вы такие вот высокомерные. Вы думаете, что вы что-то понимаете вообще. Вы со своей низбиной, получается, человеческой природой. Он еврей, принял ислам. Абдулбаки, Шадад, как их зовут, имена еврейские, быстро, Ягуда бин Маши принял ислам. Вон Александр Иванов принял ислам. Вон люди Писания приняли ислам и увидели в нем истину, а вы возгордились. Сюда слушай меня, что я тебе скажу.
Все, Ты лучше слушаю. про Талмуд говори, где трехлетних можно Зачем? насиловать и ебать. Нельзя. Понял? Ты лучше про Талмуд говори. Как я могу говорить про Талмуд, про трехлетнее, если там я его не нашел этого? Я нашел. Есть Скажи там, тогда, где Талмуд? трехлетних можно. Гоев. Давай сейчас прочитаем. Девочек. Давай Гоев, прочитаем девочек, трехлетнее. трехлетних, блядь. Да, где Понял? Талмуд Ебать, это... трахаться, блядь. Хорошо, где это найти? Педофил, вокруг Назови. тебя Где крутится это? педофил. Эй, овцеёб, подожди, где это сейчас мне поискать? Написать где? Как мне? Талмуд это очень большое, много трудов, книг входит в Талмуд, там целая библиотека Талмуд называется. Какая книга, где страница, где мне Бля, в найти? гомосексуализме, блядь, пидорас не, блядь, ты еще что-то обсуждаешь? Ты пидор конченый, овцеёб, блядь. тихо, потихоньку. Весь твой род Успокойся, овцаёбский, бля, понял Тихо, ты, тихо, тихо. пидорас? ты? Авар, Тихо, тихо, Авар, тихо, ты тихо. давно, Тихо, Авар, тихо. ты давно, видимо, Тихо, не... тихо. Ну что прикол, если тебе Кидание хоть что слово грязное, скажешь, да? ты микрофон выключаешь, а если тебе еще О, что-то скажешь, ты его грязное. кикаешь. Ты приведи Так Они что ответ, не делать, что чувак, большое, если они человек грязные. только может вот эти вещи говорить, кричать, накидывать, Ну, он не хорошо. говорит по фактам. Я ему задал, хотя он меня оскорбил, я все-таки понимаю, там, люди больные, необразованные, надо так, Ага. ну, спокойно относиться. Решил спокойно отнестись, говорю, вот где, скажи, я найду, сейчас прочитаем. Мне искать, я уже приготовился, Google открыл. А он, значит, Да. продолжает, блин, ты животное, весь твой род, да, туда, сюда, короче, ну, не получится с ним Нет, разговор. смотри, Человек просто ты ему хочет овцеёб наорать и говоришь. выйти. А ты с чего решил, Стоять. что Ну, он потому овцеёб? что Вообще, с он чего? кричит. Нет, ты тоже кричишь же. Он кричит и оскорбляет. Не, смотри, знаешь, как бы, он начинает кричать, ты ему кричишь, ББ, он оставь, тебя не он мотивирует придет, сам тебя, он тебя не скажет, тебе обзывает, он хадис тебе нужен ничего не говорит, достоверный или и нет, ты ему ББ? овцеёб говоришь. ББ, Нет. оставь, Не, он он придет, го- сам скажет. Он говорит, в Талмуде там трехлетних можно, почему это не говоришь? Я его спрашиваю, где? Давай я поищу. Он продолжает, ты поэтому, почему не говоришь, Гоев, можно туда-сюда? Я вижу, что человек, ну, не приходит в себя, поэтому ему и говорю. Я скажу И вам говоришь ему так, овцеёб, да? ребятки. А с чего вообще такой стереотип, что овцеёб он? ББ, Потому тебе что хадис он, нужен или не В нужен? смысле, Потому почему? что он быдло. В смысле, Нет, почему? смотри, быдло это тот, Ты который что, угораешь? невменяемый человек. Ему ты говоришь, а он тебе, блядь, Так Б, он и а, есть Б. невменяемый. Ну ты овцеёб Б, говоришь, а Б. овцеёб с быдлом как может быть совмещено вообще? Ну, Как это? ассоциируется Это две это разные вещи. да, ассоциируется это со статистикой. Есть, например, христианское быдло, там, они ассоциируются с водкой. Есть А ты к кому мусульманское относишься? быдло. Есть мусульманское быдло, оно ассоциируется с овцеёбством. Статистика. Да. Чисто цифры, Ага. братан. Блин, Чисто классный цифры. вопрос. А откуда ты привел эти цифры? Как ты к Ну ним пришел? смотри, у вас же... Статистика. Смотри, баб, я Нет, сейчас ну тебе, статистику, а короче, я из сейчас чего тебе ты же взорву создана мозг. статистика? Подожди, Подожди, баб, Ангрон, баб, я сниму. баб, Про я не Метеем хочу говорю. мозг взорвать, я хочу мозг взорвать и ответить на твой вопрос. Смотри, Давай. возможно, ты как бы не знаешь, возможно, ты не знаешь, но по Ну, давай, шариатскому суду, если ты засунул в барашка на полшишечки, ты не прелюбодей. Как думаешь, почему мы теперь об этом говорим и вот так вот как бы угораем с этого? По исламу, не, знаешь, я тебе даже больше скажу. В смысле? В Это смысле там нет? не запрещено, но и не разрешено, это понимаешь? То есть ты в любой момент можешь что угодно сделать. Каждую вещь тебе запрещать надо, что ли? Понятное дело, что это недозволено, то есть никто не скажет. Это не дозволено, рекомендации, само типа, собой. Это иди барашка, иди сами рамки барашка, человека слухай. это не Ну, разрешает. чувак, давай по-честному. Если это Давай. не запрещено, если, типа, можно, ну, как бы на полшишечки в него вставить, Не. ничего не будет, то это о многом говорит. Послушай, а ты с чего это привел? Достоверность, доказательства, хоть Но что-нибудь. ты же не принимаешь достоверный хадис, я 2 часа... Это тебе чисто проверю. логика, брат. Если что-то не запрещено, значит за это нет греха. Не, смотри, я знаешь, про что имею в виду? Не в том, что типа это разрешено, запрещено. Сама суть знаешь в чем? Вот если ты что только ты не сделаешь, и если тебе же не могут каждый раз в Коране писать, это запрещено. Вот Могут. ты это действие сделал, Могут. ты не можешь факт Про показать. зина Это харам могут. же. Могут. Что? Про зина могут. Знаешь почему? Потому что Почему? в Коране Потому что Аллах в Коране 4 суре 23 аяте говорит, вам запрещено трахать матерей ваших. Естественно, это запрещено. Ну, а Твой род- естественно, твой род, трахать овец, а это что? любой, это везде Это не Это запрещено? везде.
Не, смотри, это и в Библии Может, да? запрещено, и в Коране запрещено, и в... А я не барашков помню, как можно, еще. да? Нет, в Барашек, Библии ты не найдешь кто сказал, нигде что там, барашек если можно? они же есть в Библии, разве вам запрещено матерей трахать? Есть в Библии где? В Библии? А ты хочешь сказать, что в Библии разрешено матерей трахать? Брат, Нет, есть не то, что закон, разрешено, в это... законе Божьем написано, не смотри на мать свою, вожделение, и не смотри на отца Ну? своего. Вот так написано. Смотри, Прометей, послушай, ты сейчас хочешь сказать, что ты не против свою маму уебать? Но там же в Библии есть и... Не смотри Там на же в барашка Библии с есть... вожделением. Да, там же в Библии есть и не смотри на барашка. Кто Да, и на нас не барашка смотри на посмотрит... барашка, да. На сестру. Да, Да, а у них а не там посмотри барашек на... носит. Секунду, а у них в Коране есть Да, не да, да. смотри на мать, но не смотри на барашка нет. В Библии нету такого, да? Альхамдулилля. Не, в Библии есть и на барашка не смотреть есть, и на мать не смотреть есть в Библии. А вот в исламе, в Коране есть не смотреть на мать, а не смотреть на барашка нет. И то есть ты хочешь сказать, что ну ладно, маму мы не будем ебать, а барашку будем, да? Ну, если это не запрещено, то мусульмане, да, делают такое. С мусульман, хотя приведи мне одного мусульмана из достоверного, реально, вот проверенного источника, что мусульман сделал такого. Пакистан, брат. Без Пакистан. проблем, Пакистан. вот прям буквально недавно Нет. Казук, афганец Погоди, Казук, где Фармад. изнасиловал? Не, я знаешь, как имею в виду? Казук, во Именно- Франции именно это было мусульмане. сейчас, неделю. Хармад, Да, Хармад, мусульманин. Подожди, я Афганский тебе щас беженец. я тебе сейчас скину ролик. Брат, я тебе сейчас скину ролик, ты его Не, просто не. быстро сейчас поищу, скину. Просто Не выставь надо этот мне ролик. скидывать ролик, где козу ебут, я не хочу это смотреть. Я знаю, что тебе хочу сказать. Смотри, вот о чем мы сейчас говорили, вот про эту козу, да? Я тебе именно мусульман в том смысле, который читает Коран, который реально начитанный, который не просто по приколу сказал, что... Что всё, я значит мусульманин, реально так- читает Коран? Ты что думаешь, А, что... смотри, ты сейчас забьётесь... Еще раз, секунду. А? Секунду. Ты хочешь сказать, что тот, кто читает Коран, он не совершает грехов, что ли? Нет, все мы совершаем грехи, кроме пророков, понимаешь? Ну вот. Ну вот. Но я тебе говорю, Эти люди, которые занимаются овцеебством, то есть даже это не грех, хотя даже, допустим, это грех, вот они читают Коран, они все знают, но и занимаются они не будут овцеебством. читать Коран, если они ебут овцы. Почему? Потому что... О, смотри, Ты же изначально... только что согласился, Да, что Аллах человек, не даст который... тебе бараката. Нет, тебе Аллах не Да, даст да, бараката. да. чтобы Так ты ты же только научился что читать. согласился с тем, что человек, читающий Коран как следует, он тоже совершает грехи. Ты же согласился. Да. Но Еще грех, раз. он Ну может вот быть он маленький. сказал. Например, смотри, Ты сам соотносительно... заебал. Ты неправильно Да. поняли. Если Сам мусульманин Тихо. ебет какую-то барашку, это не Тихо, всем тихо. Первое, Хармад, вруби тот ролик, который я тебе скинул в ТикТок, пожалуйста. Это Ай, не шедевр. надо его врубать, не надо мне козу что TikTok? Надо, надо, ты попросил Хармад, пруфы. Ты Хармад, попросил Я не пруфы, просил тебе этого, показываю я пруфы. говорю тебе, приведи мне именно источник того, что вот он выпал эту Алло. козу, что он реально мусульманин, Алло, он... ты сам сказал, погоди, ты сам сказал, Приведи о мне том, из... что... Да, Алло. я слушаю, давай, Ты сам давай. сказал, что это не запрещено. Да. Это не запрещено. Да. Ты сам это сказал. Я тебе Я ещё целый это- рынок я сейчас Я не тебе говорю, что это покажу, не запрещено. братан. тебе докинул. Лично Я я сейчас не тебе верю в целый это. рынок Владимир, покажу. по фику. Вот смотри, Ангрон, вот ты чего И он будет очень тяжелый. Говорю сразу, Пожалуйста, что не шумите. этих овц мужчины используют для того, чтобы снять напряжение. Вы готовы к этому разговору, и он будет очень тяжелый. Говорю сразу, что у меня не поместится вся информация в одну часть, потому что мне есть что сказать. Афганистан, Пакистан, Северная Африка, Ближний Восток. В этих странах используют этих овц для того, чтобы снять напряжение. Жирные овцы идеальны для этого. У них массивный, жирный, мягкий зад. Это не я так говорю. Это цитаты с допросов. А теперь готовьтесь. В Марокко нашли целую ферму, в которой овц и коз сдавали в аренду. А в Пакистане был такой случай. Парень снял себя на видео с овцой. Его, конечно же, не посадили, его просто изгнали из деревни, в которой он жил. Но не за то, что он это сделал, а за то, что он попался на этом видео. Ты можешь представить, там это просто считается личным делом. Просто пока никто не видит, все окей. Сейчас то, что я скажу, можете проверять по интернетам, потому что это реально. В Афганистане есть поговорка.
Поговорка, народная мудрость. Женщину люби глазами, а козу руками. Вы сейчас мне скажете, что это происходит очень далеко и не очень развитых странах. Но в следующем видео я вам расскажу о том, что происходит в Европе. Этих овц Да, в Европе неделю назад афганец. Поймали афганца, козу изнасиловал. Я просто... А коза где? А коза где? Формат, один вопрос. Коза на Балдею. А я козу ждал, где коза была? Что это за люди такие? Что это за люди? Антихадис. Знаете, почему это? Потому что если бы в Коране, Да. если бы Аллах запретил бы, посланник запретил бы ебать овец, то это сегодня так распространено не было. Например, посланник запретил прелюбодеяние. Оно не так сильно распространено вот это мусульманское общество, да, хотя есть, но не так сильно. А овцеебство, оно поголовно. Почему? Потому что не запретил пророк. Слушай, ты хочешь сказать, что нам, мусульманам, нельзя покушать мясо, например, той же козы нам нельзя покушать мясо. Нам нельзя Выебанные овцы. А выебать его можно. Извиняюсь за выражение. Один вопрос. Формат. Запрещено мясо, да, выебанные овцы. В этом-то и прикол, Кушать Вав. нельзя, а вот Вав. присунуть можно, да, спокойно. Вав, Да, почему да, в да, Афганистане, почему в Афганистане, где действует шариатский, получается, суд, его ничего ему не сделали, только его изгнали за то, что он попался на этом. Потому что там действительно ты не считаешься Это прелюбодеем, то есть тебе это не Афганистан. Я не применимо. считаю тебе их не мусульманами, применимо. брат. Я не считаю их теми, Алло, кто а там типа придерживается нет? исламу. Там нет. Почему Там нет почему у вас шариатского такая суда? особенность? Любой, кто... Подожди. Они знают, что первая попытка... Любой, кто совершает какой-то грех, там, голубой или еще что-то, пытается вывести из ислама. Нет, совершение греха не выводит из ислама. Пока этот человек продолжает молиться, Пока он не пока покается, этот человек они продолжает молиться, верить в Аллаха, признавать пророка, этот человек считается мусульманином. Какой бы грех Нет, он ни вообще совершал. нет. Формат Вообще такой Что вопрос. нет? Формат. Скажи, подожди тогда. само собой нет. Подожди тогда. Смотри. Секунду. Назови мне грех, совершив который выводится из ислама человек. Ширк. Ширк выводит из ислама. Сношение со своей матерью выводит тебя из ислама. Ширк. Но в других Кто тебя? масках- Подожди. Ширк это понятное дело, это многобожие. Многобожие, если ты принимаешь уже другую религию, понятное дело, ширк. А совокупление с матерью выводит из ислама. Где можно это Абсолютно узнать? верно. Это само... Где это можно узнать? Бля. Какой долбой будет ебаться? Я сейчас не знаю, где тебе это привести. Я не имам. Я просто... А я просто знаю, что знаю. такого нету, Если у тебя прикинь. нет знания, не спорь, Есть не такого, пробуй. Прикинь, ты а что, я- издеваешься? Секунду. А там же прямо Прикинь, ты а я только знаю, сказал, что... исламе нельзя. Секунду. Прикинь, а я Давай. знаю, что такого нету. Совокупление с Я откуда матерью не знаю? выводит из ислама. Это грех, Хорошо, но даже не обычно выводящий из шутка. ислама. Обычно шутка над религией тебя может вывести из ислама. Формат такой Что? вопрос. Обычно шутка сможет тебя Подожди вывести из ислама. секунду. Обычно шутка про религию тебя может Какая вывести из ислама. шутка? Любая Какая шутка? Вот, например, ты В просто смысле намаз любая? делал, Откуда а ты это взял все? Что значит, откуда я это взял? Где исламе Запрещено пророк, это, посланник правильно, Аллаха или... правильно это. Еще раз. Правильно, дайте Где мне сказать, Аллах я могу или объяснить, пророк? я могу объяснить. Да Скажи дайте, одну раз. пожалуйста, сказать, секунду. Где Аллах или пророк говорит, обычная шутка может вывести из ислама? Где? Необычно, а вот шутка над религией, именно над религией ислама. Уже шутка может необычная. Уже необычная. Уже шутка над религией. А так что и ты сказано. говоришь, любая обычная шутка? вывести. Любая обычная шутка над религией, я сказал. Шутка над религией, это уже понятно. Ты вышел из ислама и насмехаешься над этой Только религией. что Это я тебе означает, сказал. что А ты... я изначально это и сказал. Ты сказал любая шутка. Сейчас ты уже говоришь... Любой включай. Сейчас ты Любой уже включай. говоришь шутка над исламом. Хорошо, Можно шутка я над одно исламом. слово скажу и Это уйду? можно Давай. мне закончить, Господи Боже мой. Ну я ухожу, я Шутка просто на- хочу уступить место одному. Антихадис, спасибо, что поднял. Герда, спасибо. Баркал, Прометей. Поднимите этого Фримана вместо меня. Я ухожу. Хорошо, до свидания. Маршал. Шутка над исламом, это понятно. Это уже ты вышел из ислама. Только выйдя из ислама, ты будешь насмехаться над религией. Этот человек сам вышел уже. Можно просто сказать,
Там не надо даже с матерью переспать. Человек может просто сказать, я вышел из ислама. Даже не шутить над религией, а просто сказать, я вышел из ислама. Он уже вышел из ислама. Это понятное дело, это он сам признает свой выход из ислама. А вот совершение грехов, мы говорили. Совершение какого греха, я тебя спросил, выводит из ислама? Например, совокупление с матерью – это грех, но он не выводит из ислама. Покажи мне, где это сказано, что он выводит из ислама. Прелюбодеяние не выводит из ислама. Овцеёбство не выводит из ислама. Алкоголь не выводит из ислама. Это грех, но он не выводит из ислама. Бог тебя только укрепляет в нем, кстати. Да, Вот смотри, да. тогда хорошо. Барашковая эпистемология. Смотри, Прометей, ты к чего придерживаешься? Деизм. Какой религии? Блядь, Какой религии ты Атеизм. придерживаешься? Атеизм? Человечности, братан, он придерживается. Атеизм? Человечности. Антихадист, это вообще он просто тут по приколу стоит или он тоже разговаривает? Деизм, деизм. Вот, ему не очень удобно. Мухомор А хотел ты что-то ангелом чего сказать, и я придерживаешься? закончу. Да, Мухаммад. Я пероник. Что хотел Перо, спросить? что У за перо? женщин Что это? находится один джин. У безбородых мужчин парнем находится 10 джин. Сколько джин находится у овца? Чё? 100, братан, 100, отвечаю. Братан, Ты я прям вообще ух, тебя не понял. ты энергетику барашка. Безбородый мальчик это 10, а овец 100, да? Да, выходит, да. Энергетику вообще барашки видел? Ух, какой он, блин, да. Какая у него попка, ты видел? Машалла. Не смейтесь, блин, имейте сердце. Уханил, блин. Бездушные вы люди, блин. Бессердечные вы люди. Не, это математический вопрос просто. И это очень жаль, потому что с самого начала я как бы... Блин, где это реально написано, я забыл. По какому это масхабу, что вот ты... Кто-то сказал, ученый, что вот если ты на пол шишечки засунул, то ты, внимание, ты даже не прелюбодей. Тебе никакое наказание не следует, вообще никакое. За пол шишечки, барашку. Формат, Главное, один такой вопрос, если можно. Когда Аллах создавал, это, как сказать, Вселенная, до этого, по-моему, находился над водой или что-то там. Ребята, Трон, вы не да. понимаете, вы не понимаете вот всю суть вообще, глубину ислама. На самом-то деле, когда говорят то, что Земля была создана для испытания людей, никто не задумывается, в чем испытание заключалось. Испытание от барашков, ребята, от барашков. То есть сможешь ли ты выдержать вот этот вот, так сказать, вот это давление, которое ты испытываешь при виде вот этого вот сочного барашка. Ладно, не пустослов. У меня к Протемею один вопрос есть. Я тогда вышел, у меня зарядка села. Вот ты же не веришь в книги? И А теперь писание... давай-ка я с тобой поговорю. Давай-ка я с тобой Подожди. поговорю на этот раз. Подожди. Вот ты... Мы еще с тобой успеем поговорить. Протемей, вот ты не веришь в религиозные книги? И веришь в Бога? Я да? христианин, алло. И у меня к тебе как мусульманину вопрос. Ну давай. Давай. Ты считаешь, если это свободный убьет раба, и ему только штраф будет, ты считаешь это нормальным? Что? Если свободный убьет раба, и ему только штраф за это будет, это нормально? Свободный? Убьет раба, и ему Да. только штраф будет. Кто такой свободный? Или он убьет твоего раба. Короче, слушай, Коран, 2 сура Аль-Бакара, 178 аят, там прямо написано: предписано возмездие кисас за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Ой, короче. А за раны возмездие. А по поводу то, что вот тебе то, что твои масхабы думали. Я не следую масхабу. Ну, они, знаешь, в чем прикол вот с этим аятом? В чем? Вот этот аят, который говорит, да, им,
они сперва, наверное, пьяный был, когда этот араб этот аят писал, пьяный, бухой был. Он говорит там: вам предписано возмездие. Раб за раба, свободный за свободного, женщина за женщину. То есть, если твоего раба убили, ты не преступника, который убил твоего раба, наказываешь, а идешь и его раба невинного убиваешь в ответ на убийство своего раба. Если твою женщину убили, ты не идешь и не наказываешь убийцу, а его женщину наказываешь, убиваешь. То есть, вот это был, короче, изначально шариат. Но потом, открывая тафсир, что мы узнаем? Просто вдумайтесь в это. Ибн Касир приводит, что мнение там, бла-бла-бла, что этот аят отменен. И вообще он касался каких-то 2 арабских племен. И он отменен. Знаешь, каким аятом он отменен? Там будет написано «душа за душу». Можешь прямо кликнуть на аят, перейти на него. «Душа за душу». Читаю весь аят. Там он только 2 слова приводит в тафсире. А весь аят гласит: мы предписали сынам Израиля. Душа за душу. То есть тем, что было ниспослано сынам Израиля, отменяется то, что в Коране ниспослано мусульманам. Такова логика мусульманских шейхов, алимов. Вот тебе, я закончу. Вот тебе, кстати, мнение имама Шафи на эту тему. Он считал, что это буквально... Короче, свободный не казнится за раба, раб не казнится за свободного. Это мнение Шафи. Вот тебе мнение. Вот тебе имам Аль-Малик. Аль-Муватта, короче, маликитская традиция это. Аль-Муватта, например. Мне традиция маликитская, шафианская не нужна. Мне привели книгу, страницу, главу. Ты мне сказал, это ваш Шафи сказал. Я не должен тебе верить, если ты мне не скажешь Я книгу. тебе сейчас приведу, погоди, да замолчи ты, блин. Так это аят открой, и на него в тафсирах, это будет их все мнение. Я ему говорю просто, где искать, чтобы он в следующий раз знал. Берешь, если тебя там просят какого-то мнения Шафии, кого-то что-то привести, берешь, если это хадис, берешь и смотришь шарх. В шархе обычно приводится мнение всех алимов разных, там, толкователей, сподвижников. В одном шархе приводится. Либо бери тафсир, там тоже приводится. У имама Шафи и Малика, у них... Почему у тебя этот акцент прям видно, что ты как будто чуть-чуть читаешь Коран, хорошо читаешь? В смысле хорошо? Произношение у тебя, идет оно, у тебя прям слышно, что ты можешь сказать, можешь сказать спокойно. Ты вообще... Я чеченец. У нас 30, 38. У нас под 40. Ты серьезно? Ну да. Я ингуш, у нас тоже под 40 букв, ты че? Ну да. А ты в Чечне где ты живешь? Я сейчас не живу в Чечне. Потому что там загнобить Я живу... могли. Ну да. Это ладно. Я знаю, что хотел спросить. Антихадис, он на Не работе, только да, там, был? вообще во всей Российской Федерации могут загнобить. Не, но типа в каждом обществе тебя могут загнобить за то, что ты не похож на тех, где ты находишься в этом обществе. То же самое, если ты русским придешь, а ты чеченец, тебя тоже загнобят. Но если ты в Чечню придешь, и ты за другую религию, тебя хотя бы по делу загнобят, потому что там они просто дискриминацию делают, а здесь ты в прямом смысле пришел к ихнюю религию. Нет, это не их религия. А чья, если это не наша? Посмотри, вот религия Это ислам, религия... чья религия? Мусульман, верно? Если... Христианская лига. Это Нет, религия нет, чья? нет. Мусульманская религия, если мы говорим по факту, она является арабской. Если мы говорим по религиозному, то она является для всех людей. Если мусульманская религия относится к Арабии, то почему ты мне Пакистан приводишь? То же самое привет от овцеёб, который ты говорил. Причем здесь вообще Пакистан тогда, если это арабская религия? Просто они попали, очень там, очень распространено это, и они на камеры попадают. Они попадают... Там тоже это распространено. Просто арабы... Опять же, Просто арабы, если мы приведем, у них проституция, все это есть.
Если вы кого-то поднимаете, выключайте микрофон. Хаджи, что-то- Арабам не нужно овец ловить там и шармут много. Тахпе много там. У них Да. порта-пати, чувак, там шейхи Да, наваливают. я хочу вам Сверху У них Смотри. это вообще неверно. Смотри, если ты сейчас приводишь, вот смотри, мусульмане больше я 2 хочу- миллиардов, это точно, Я хочу верно? что-то рассказать тебе. Слушай, у меня есть друг, он служил в Афганистане. И он рассказывает, это во времена войны было. И он рассказывает мне историю. У них есть такие приборы, ночное видение. То есть ночное видение. И у них был прикол у солдат. Они поднимались на гору и наблюдали со всеми, за афганцами. Они наблюдали, как эту козочку ласкали, трогали и так далее. И он мне даже Ты видео приведи мне показывал. доказательства того, что они видели. То есть, ну, они мне видео показывали, то есть на ночным видением, как эти афганцы, короче, шпилили. А ты можешь мне показать это видео? Брат, тебе только что это все показывали, братан. Показали уже другое видео. Мне конкретно показали того нет, какую-то но вот левую прошмандовку, которую я даже впервые в жизни вижу. Она без единого факта говорит, вы можете в интернете погуглить и проверить. А нахрен мне это гуглить, если ты мне чувак, это говоришь? блядь, Значит, тебя ты не должен мне это смущает то, говорить. что Я не там должен это с специально- Гугла искать. Братан, успокойся. Тебя не смущает, то, что там специально отобрана селекция, бляха-муха, селекция, чтобы Где? у баранов были здоровые жопы. Это же, Ну, наверное, не просто Это так. обычная гигиена для животных, чтобы они не умерли в зимних условиях, понимаешь? Чтобы у них шерсть побыстрее Какие выросла. зимние условия в Осознаешь это? Афганистане? Ай, зимой в любом случае холодно, ты осознаешь это, нет? По-моему, он возбудился их жопы, блядь. Покажите Почему у еще тебя раз. должна быть, почему у барана должна быть здоровая жопа, чтобы он не умер? У нас, погоди, вот У я них что-то смотрю, анатомия есть, я анатомия живу животных. намного- Вот лично у самого барана изначально с самого детства уже жопа огромная. Погоди. Я живу намного севернее Афганистана. Почему-то я ни разу не видел, чтобы у баранов здесь были здоровенные жопы, чтобы они зиму пережили. Ты что, тупой, что ли? Здоровую Нормально. жопу, я тебе не говорю тебе, что Ты тебе нужно. тупой, чувак. Чтобы пережить зиму, здоровую жопу не надо. Я имею в виду, если ты имеешь в виду, что на том видео они типа чем-то их ласкали, мыли. Когда ты кошку ласкаешь, это значит, что ты хочешь ее сейчас ей присунуть, верно? Я кошку за очко не трогаю, чувак, как на том видео. За очко, ёб твою налево, блядь. Но кошка сама себе может вылезать очко, когда посрет, а она не может, поэтому они чистят ее от кошка что грязи. угодно пусть делает, там мужики там начинают просто эту жопу теребить у барана. Нет. Ты что, угораешь? А хорошо, хуй с этими мужиками. Я что, их заставлял это делать? Лично я их больше считаю мусульманами. Они могут что угодно говорить. Им будет Ну суд, всё. они сами за это все отвечать будут. Сейчас касается всё, меня и альхамдулилля, тебя вопрос. мусульмане. Я тебе говорю, приведи мне доказательства. Смотри, баб. Не перебивай. Смотри, Почему баб, я тебя им- перебиваю? им- Ты меня мутишь, меня смотри, перебиваешь, баб, а ты меня можешь баб, перебить. Баб. Понятное дело, ты хочешь твое воспитание, тебе это, ну, твоему воспитанию, это, в твоем менталитете, это мерзость. И ты хочешь их от ислама очистить, потому что сам каким-то боком какого-то хрена примазался к этой аморальной религии. Но дело в том, что этим овцеебам насрать, считаешь ли ты их мусульманами или нет. Главное, Аллах их считает мусульманами. И Аллах их не выводит из ислама за овцеебство. Понимаешь? Вот овцеебство, не овцеебство. Ты мне приведи именно хадис, что-нибудь, где это запрещено или разрешено. Скажи мне просто, именно вот сам Но источник, если где что-то будет не написано. запрещено, то оно и разрешено, братан. Нет, Так если что-то не действует запрещено, не религия. разрешено, оно является сомнительным. А в самой религии было сказано, Не. сомнительное оставляйте Не. просто, без ответа. Не. Что? А что? Он не является сомнительным. То, что не запрещено, оно не является сомнительным. То, что не запрещено, является Я дозволенным. говорю, то, что не запрещено и не разрешено, оно является сомнительным. Потому что ни ты, ни я не знаем, Там запрещено нету, в это или исламе не разрешено. действует. Вот это вам разрешено, вот это вам разрешено. Такого не бывает. Бывает в исламе так, что запрещено, то это и выделяют. И то, что не выделено запретом, все остальное считается разрешенным. Вот так действует религия. У вас сейчас четко определено, вам нельзя есть свинина, как надо подтирать жопу, как надо в туалет сходить. Если это запрещено, Вытирай жопу почему? здесь, причем? Мы сейчас про грехи говорим, вытирай жопу здесь, причем? Ну, у Тремя вас все камнями. указано.
Я у вас говорю. зачислена какая-то Подожди, собственность, бля, вам договорю, обязательно потом овцёвку поймешь. надо сделать, и потом жопу Подожди, потереть. поймешь потом, что я говорю. Что ты говоришь, давай. У вас все указано, как что надо делать. Если это запрещено, почему хоть на слово не сказано, что у вас это запрет? Потому что это не запрет. Ой. Я тебе не пророк, я лично с Аллахом не разговариваю. Я сам многого не знаю, и много от нас скрыто, понимаешь? Все, что я могу сказать, что Если это ты просто дело опираешься остается на лично Аллахе. с Аллахом, Он не решит. разговаривал, что ты веришь? Нет, не какая-то скрыто. ерунду? Не Нет, скрыто. много Аллах от говорит нас в скрыто. Коране. Еще Например, нет. Яджудж и Маджудж. Нет. Ты знаешь, где они находятся? Причем Само тут собой, не знаешь, Яджудж, потому что если Маджудж? ты Это знал, религия, я говорю, запрет. просто Ей, так, пример тебе. алло, Что? к чему Яджудж и Это Маджудж, скрытый народ под землей, к запрету или дозволенности в религии? Мы говорим о дозволенности и запрете в религии, и что не все нам, донесено. Я это опровергаю тем, что в Коране Аллах говорит: сегодня я завершил для вас полностью вашу религию и донес, и одобрил в качестве религии ислам. Все донесено, что запретно, что разрешено, оно все донесено. Причем тут Яджудж, Маджудж? Это был пример как тому, что не все, что есть в Коране, сказано до конца. Все, Многое что, скрыто, нет, все, поверь что запрещено или разрешено, оно все Всё, доведено. Нет, все, что нам нужно было знать, вот это нам и дали. Нет, все, что нам нужно было знать, разрешено или запрещено, оно все донесено. И откуда ты это знаешь? Баб, ты что, Потому что думаешь, такова религия ислам. Ничего не упустила там. Нет, ты мне приведи пример самой религии сам. А вот, например, сейчас иудей, ты же иудей был, да? Баб, послушай одну минуточку. Ты думаешь... Нет, подожди, что- иудей ты был, да, или кто? Кто? Этот, Прометей. А, ты атеист был, да? Атеист. Атеист. Атеист это тот, кто ни в кого не верит, верно? Деист, блядь. Он ярым мусульманином был. Деист. Теист, ты? Деист. Деист? Бля, это кто такой? Верит в Бога вне религии. Подожди, а как ты сейчас можешь мне сказать, что ты веришь в Бога, но не в религию? А во что ты веришь? В какую религию ты веришь? Какие сказания Ни в этого какую. Бога, который тебя создал, ты веришь? Никакую. Никакую? Тогда Да. чего ты придерживаешься по жизни? Просто ты знаешь, что тебя создали, и ты живешь, совершаешь грехи? Чеченские традиции и морали. Чеченских традиций. Из самых-самых, как только это... Не самых-самых из коренных, но примерно в середине этого поколения чеченцев они уже все начали принимать ислам массово. Почему ты не мусульманин? Нет. Если ты чеченского придерживаешься. Чеченцы не принимали ислам. Чеченцев Вот насильно заставили принять ислам. Насильно? Насильно их никто не заставлял. Да. Вообще Еще никто как не заставлял. Кто заставил Еще писать? как заставлял. Последним был имам Шамиль. Наоборот, Знаменитая раньше его... запрещали ислам. Раньше за Еще это... раз. Алло, ты мне будешь мою историю говорить? Какую книгу про мою историю ты читал? Какие документы ты разбирал? Чеченцы, ингуши, это почти самые близкие, которые... Еще говорят, раз. Мы все с Кавказа. Еще, ну хорошо, самые близкие. Тогда скажи мне, чтобы нашу общую историю мне рассказывать, какие труды ты изучал. Какого историка что ты изучал? Хорошо, слушал? я признаю, я много чего про Например, чеченского я- изучал. А ты что изучал? Хорошо, отвечаю. Хорошо. Например, я прочитал почти что всю книгу, самые важные моменты из книги личного писаря имама Шамиля. Блеск Имам Шамиль, это же мусульманин, дагестанский. Еще раз. Ты мне скажи, Про историю. Имам Шамиль, Про кто? историю чеченскую. Алло. Да. Ты меня спрашиваешь, что я изучал, откуда я свою Нет, историю слушай, знаю. Ты договори, говоришь, что договори, ислам договори, приняли а я тебе чеченцы. Я тебе отвечаю, что ислам чеченцев заставили принять насильно. И я тебе это могу доказать. Как я могу? Трудами. Какими трудами? Даже того самого имама Шамиля, его личного писаря, который все записывал от него. Да, да. Вот у него есть книга «Блеск дагестанских шашек в некоторых битвах», там «Хроника Дагестана при имаме Шамиле», бла-бла-бла, какие-то разные названия. У меня весь материал всей этой книги вот лежит на столе, короче. И там приводится, как они последнее сражение было,
с чеберлоевцами, с язычниками, чеченцами, попытки навязать шариат. Это общепризнанный факт. И он там приводит даже цитату, когда отправил Шамиль имам к чеченцам, чеберлоевскому именно оставшемуся вот этому языческому оплоту, чеберлойскому обществу, чтобы они приняли его шариат. Они ему ответили, показали бурдюк, который вода, да, бывает, бурдюк, пьют воду, из шкуры делают. Показали вот закрытый бурдюк и сказали, ответили послу, вот здесь находится шариат имама Шамиля. Пусть он придет и заберет его. Ихнее знамя, крест, который вот у меня на спине лежит, это был знаменем, именно красное знамя, на нем этот крест был у них, герб. Это реконструировано историком Абаевым, передано историком Лечи Ильясовым. Его труд «Тени вечности», история чеченского народа с древнейших времен до наших дней, которая занесена в наследие ЮНЕСКО. Можешь ЮНЕСКО тоже прочитать. То есть в всех этих трудах реконструированное знамя. Это все признается всеми историками, и в этом нет никакого разногласия в историческом круге. То есть чеченцев насильно заставили принять ислам. Чеченцы ислам не принимали. А вот ингуши это, да, уже, можно сказать, приняли ислам, да, от Кунта Хаджи. Хотя я сомневаюсь в этом. Ты уверен, да, что чеченцы их насильно заставили принять ислам, да, верно? Это 100%. Это 100%. Асап. Где вы? Дома. Кто там у вас? Бля, по-братски, выйди отсюда вообще. Дядя, это этого буддизма. Это сейчас будет. Я обидунчи уходим. Нахуй, бить его. Все, теперь слушай дальше. Почему ты не живешь среди чеченцев тогда, на данный момент? Почему я среди чеченцев, именно в Чечне? Да, я живу среди чеченцев, рядом со мной есть чеченцы. Они чего придерживаются? Есть мусульмане, есть христиане, есть И ты дружишь с ними? атеисты. Конечно. Вот. А в чем вообще я имею в виду, в чем причина была, что ты переехал с Чечни куда-то в другое место? Когда я приезжал, я был мусульманином еще. А, да? А ты вообще почему религию мусульман, ислам, почему ты вышел с него? Потому что это ложная религия, насильно навязанная моему народу, уничтожая мораль, заменяя ее арабской моралью, культурой. А почему ты, если что ты я понимаешь, хочу что сохранить. ислам это ложь, и что это, просто навязанное вам, то почему ты не примешь другую религию, которая соответствует Зачем мне принимать другую религию? Хоть чего-то же ты должен придерживаться, или ты просто знаешь, что тебя создал Почему? кто-то, Я могу но ты не знаешь придерживаться Я могу придерживаться своей национальной культуры, традиций и обычаев, и кодекса, и верить в Бога. Зачем? Тогда смотри вопрос. А что ты, по твоему мнению, если ты ничего не придерживаешься, что будет после смерти? Сюрприз будет, однозначно. Сюрприз? Какой? Да. Сюрприз это не знают какой. Сюрприз это тогда, когда ты не знаешь, что это будет. Это называется сюрприз. Сюрприз! Типа не ожидал? Сюрприз! То есть ты сейчас, я тебе тоже могу на любой вопрос ответить тебе, а я не знаю. Нет, если ты мусульманин, то у тебя там араб-бедуин в 7 веке все прописал. Он полетел там в пещере, полетел на 7-е небо на летающем осле, встречался с Богом, там ему все рассказали. Никто не летал. Правда, я не знаю, какой наркотик он принимал. Это очень важный, главный, интересующий меня вопрос, что он тогда принимал, когда этот бред нес. На то время наркотиков не было, брат мой. Как не было? Еще как было? Сколько лет наркотики существуют, ты вообще знаешь?
наркотиков нету, но там просто была, например, тот же цветочек, который ты мог съесть, по тебя чуть-чуть это самое побалдеешь и умрешь. Но лично наркотиков, которые были созданы для того, чтобы получить кайф от их использования, на то время не было. Были, ТикТок, конечно, осуждаем, не говорите про... Антихадис. Были. Антихадис, где можно Да. тебе пришлю вообще офигенные фото, чтобы посмотреть? Да, в личку скинь, вот. Э, Тут в личку скинь. Вот, Где, Прометей, ты где вообще это? сколько... Я не совсем разбираюсь, где это можно сделать. Прометей, ты вообще откуда? Ну, прямо сейчас где ты находишься? Табличка где? В Литве. В Литве. Сколько тебе лет? 31. Или 32 уже, не помню. 32. Ну, ты уже большой. Это молодец. Молодец, конечно. Вот тебе даже вопрос задать нечего, потому что, что бы это сейчас искал, ты скажешь, а у меня религия такая, что я тебе сюрприз сделаю, и все. Понимаешь? Не, у С меня тобой религии изначально нет нет. смысла спорить. Баб, Да. можно спросить, как ты верующий? Так, я что? Как ты верующий мусульманин? Можно спросить? Да. Вопросы. Да. Тебя никак не возмущает насчет этого, что у вас дозволен заниматься с детьми? С детьми, смотри, вот я не знаю, вот именно с детьми я не понимаю этого вопроса. Это все будет все решено в судный день, но лично я буду придерживаться того, что я считаю, чтобы была середина, чтобы я не был из числа тех, кто неверующий, и из тех, кто верующий, кто верует. Если ты В моем хочешь смысле- быть числа верующих, ты должен соблюдать это правило. Абсолютно верно, молодец. Но смотри, дети, например, то, что вот сейчас приводил недавно же, в самом начале, когда я зашел про Аишу. Говорят, что он женился 6 лет, когда было. 6 лет, если бы он сделал, это вообще не обсуждается. Само собой, это было бы необъяснимо. 6 лет это возраст, когда ребенок не понимает сам. Он даже говорит еле как будет уметь. А 9 лет, тут это тоже с моей стороны, с моего мнения, не дозволено, что 9 лет. Но опять же, что бы то ни было, и откуда бы ни были эти достоверные хадисы, я не был в тот момент, когда это случилось. А значит, я все равно не буду в этом уверен на все 100%. То есть ты мне принес 2-3 У доказательства. тебя в Коране это позволено. Можно тогда еще спросить? Ты Давай, говоришь, можно. что ты там не был, ты отрицаешь все там и ответственность снимаешь. Ты же тоже не был тогда, когда Коран писал, когда находился Мухаммед в этом свете. Ты этого что-то как-то веришь. И того не веришь, который тебе задевает. Это не лицемерие? Я не сказал, что я не верю. Я сказал, что лично я не верю, что такое может быть. Ну, ты Потому хотел, что ты в Коране хотел такое не смотреть, как сказано, трахаются, понимаешь? извини Так за подожди это. ты, так это в Коране есть. В Коране позволено с маленькими детьми. Не, что ты хотел увидеть? Как они занимаются с этим делом? В прямом эфире смотреть? Или что ты хочешь Да, доказать? в прямом эфире, да. Допустим, Ну, меня я это не тебе- смущает, я- потому что мы подожди, живем в подожди. нынешних Я реалиях. тебе Нет, смотрю, нет, нет. и внутренность у тебя, как человеческий, еще сохранено. Ты еще маленький, как я смотрю, как я определился. Ты еще не отравлен все это. Просто подумай, как человек. Тебе же не надо все это смотреть. Ну, Теперь существует. давай... Что существует? Ну, было это и есть. Смотри, я тебе могу ответить на этот вопрос. Ну, давай, Не отвечай. Смотри, мы сейчас живем в двух реалиях. Раньше женщина была той, любой человек, кроме ислама, в любой религии и в любой нации, где бы ты ни был, женщина это была тот, который просто возьми, иди это подай, иди это принеси, раком встань и иди отсюда. Все, женщина ни на что больше, у нее не было права даже на это. Неправда. Не, сейчас я Абсолютно скажу. Это верно, неправда. абсолютно. Подожди. Но в Это нынешних неправда, реалиях- секунду. Баб, подожди. Это неправда. Я Например, сейчас- например, сейчас царица... В Чечне такое царица- происходило, брат мой, это даже у наших самых коренных, Еще когда раз. наши Алло. вообще такое же было, что было. Алло. Не перебивай. Алло, ты говоришь всеобщий, ты не говоришь про чеченцев, хотя в Чечне это тоже не было. Я Ты говоришь сказал. всеобщим. Я тебе привожу контраргумент, что это неправда, женщина не была таким существом до ислама. Например, это твое утверждение опровергается легко и просто царицами Египта.
В Египте были царицы, там, Нефертити, Клеопатра. Женщина могла быть... Это очень Даже древно. твой сам ислам. Нет, Даже сам твой ислам. Сейчас, секунду. Хармат, это я вообще очень не тебя Даже отвечал. сам... Мухаммад, который... Даже этот, я сам сегодня твой... разговаривал, Не ладно? надо отходить, быстро скажу. Даже сам Давай. опровергает твое... А иди договори там по телефону, я все равно с Мухаммадом разговариваю. Вот. Даже пап, сам твой ислам опровергает это. Я там, телефон. Даже сам ислам опровергает это Хадиджей. Хадиджа вот была самой богатой, влиятельной женщиной Аравии. Даже сам ислам это опровергает, твое утверждение. Кончи, можешь говорить, братан. Не говори такую чанду больше. Беззубая женщина Аравии была. Мухаммад, я же тебе говорю, почему Прометей ты вмешиваешься? Ну, Мухаммад, бля, у него там неважно. И не важно, что женщина сюда была. Мухаммед же был силой 30 мужчин, скорее всего, он выбил все зубы у своей Хадиджи. К слову, ты в курсе, что большинство обитателей ада женщины? Большинство обитателей ада женщины, чтоб ты знал. Большинство обитателей ада это муджахиды. Вот, например, твои родители, мама или сестра или жена, где они будут? И как они будут в раю? Тебе не интересно? Даже если бы мне это было интересно, я все равно никогда в жизни не пойму этого, потому что я не тот, кто их будет рассуждать. Я Ну, не ты буду как их считать. предполагаешь, как верующий мусульманин, где они будут и как они будут? И опять же, я не тот, кто рассудит, но если я просто знаю, молись, остерегайся недозволенного, и ты попадешь, и ты будешь вознагражден, понимаешь? И всё. согласен, что они будут чья-то гурьями? Гуря? Что? Да. Гуря, может, горе или про что ты? Да. Если такое случится, значит, это был по воле Аллаха, и я не могу ничего с этим сделать. И все. Ты принимаешь все это. Молодец. Я не принимаю этого. Просто я говорю, могу сказать, дайте сказать, от меня пожалуйста. это не зависит, понимаешь? Вот оно Ты просто знаешь, что в случится. твоем раю будет деяние сатаны? И кто, например? Вино. Во-первых, это не мое деяние. И не в моем раю. Деяние сатаны, гений, я тебе про сатану говорю. Хорошо, но это не мой рай даже. Я сам не знаю, куда я попаду. Во-первых, Тебе где не это родился сказано? такой рай, где твою маму или твою жену или твою сестру определят чья-то, это, как сказать. Вот мастер этот поднял хорошую тему насчет того, что мусульмане в раю будут заниматься деяниями, делами сатаны, иблиса. Речь о вине. Вина – арабское слово хамар. В Коране говорится, что хамар – это одна из деяний сатаны, иблиса. Но потом же, через некоторый промежуток в Коране говорится, что в раю будут реки вина, то есть в раю будет деяние сатаны. И вы будете пить деяние творения сатаны и иблиса, будете пить в раю, хамар. Этого слышал Закир Наик, у него задают насчет этого вопрос, как сказать, женщин что будут делать? Он так отвечает иронично. Ну, это нигде не указано, наверное, у них тоже будет там 70 ёбар. Типа. Что ты говорил, я отходил?
Закирнайк ваш, это, как сказать, Закигнай вообще. ваш шейх, который один из самых известных современных, как сказать. У него задают такой вопрос, что будет женщин, мусульман, которые после смерти. Он отвечает так иронично. Это нигде не указано, типа в Коране, но... Ну все тогда, даже можешь не говорить мне это, а все равно это... Мы сейчас, знаешь, как, можешь сказать, играем. Ты мне говоришь факт, приводишь к нему доказательства, я говорю, я согласен, не согласен. Не согласен, так не согласен. То я тебе говорю с тем, что, типа, это было не так, и привожу свои доказательства. А ты мне сейчас просто говоришь, это нигде не сказано, но один шейх сказал. Сейчас много шейхов, которые называют себя шейхами, но, по сути, они ни хрена не знают. Молодец. В чем мне смысл сейчас твоих этих слов, если у тебя нет доказательств? Тогда продолжим, на чего есть доказательства. Тебе это не возмущает, что с детьми можно и разрешено по Корану? Это ты уже 5 раз сказал. Ну, тогда скажи, отвечай и опровергни, как ты хочешь. Шестой раз тоже буду задавать этот вопрос. А еще 9 лет, да, было? А? Да. Но 9 лет у вас было, да? возраст не ограничено. Если упитанная если... девочка, ты можешь шпилить там 5 Не. Как нет? Не, смотри. Если он вышел 6 лет замуж, но эти 6 лет он к ней не притрагивался, а именно в 9 лет притронулся, значит, в чем-то есть там причина, осознаешь это? Что-то есть там свое. И еще остается другой вопрос. Этот Прометей только что говорил, что когда, собственно, это и произошло в 9 лет с Аишей, в ее доме был ее отец, ее мама, ее родные, ее все близкие. Они сами завели, посадили его на кроватку, потом привели Аишу, и сами же ее посадили ему на колени. Как это говорит Прометей? Я сам впервые в жизни слышу эту историю. Да. Именно, что так все было. Но, значит, вся семья согласна. Сама Аиша, поверь мне, если бы она была против, ни один отец в этом мире тебе бы не оставил бы твою дочку. Я спрашиваю твое мнение. Мое мнение? Да. Твое мнение мне не интересует, Умар, потому что они тоже педофилами были. Все, мое мнение. Это само собой разрешено, если такое реально было в Коране. Я придерживаюсь Корана, что бы там ни было сказано, я уверен, что это правда. Но лично я такого бы не сделал. Я бы сделал это, хотя бы 15, если было бы. Хотя бы чуть-чуть ровесник, чуть старше, без разницы. Если у тебя будет ребенка, придет какой-то старик и попросит, чтобы я возьму. Да, что ты будешь отвечать? Само собой, я скажу ему, что в нынешних реалиях я вырос. Притом, на тот момент, раньше, в те времена, такое было часто, что ребенок со старшим, ребенок с ребенком. Сегодня. Именно на данный момент я бы сказал этому старому хрычу, чтобы он шел, ты понял, куда. Если у тебя, как сказать, за судья, ты позовут на шариатский суд, что ты ответишь там? Шариатский суд. Ну, во-первых, на тот момент... Короче, на тот момент не говорим, мы говорим сейчас. Что это случится. А я буду как отец против, и все. Подожди. Я тебе одно скажу. Вот ты здесь с нами сидишь, я вот тебя слушаю. Ты лучше, чем твой пророк и чем Аллах. 100%. Я? Нет, вообще нет. 500 раз. Ты осуждаешь те моменты, то, что Аллах и его пророк одобряет. Я не осуждаю это, я говорю, что это разрешено. Но лично я бы этого не делал. Ну вот ты уже против них. Кто ты такой лично ты бы не сделал? Ты кто такой? Есть закон Аллаха. Ты будешь противиться законам Аллаха, что ли? Само собой нет. Смотри, если бы на тот момент отец Аиши был бы против того, что этот соитие произойдет, то это бы не произошло, и никто бы это не помешал, потому что Аллах дал право отцу запретить это сделать. Подожди, у тебя на уровне шариата... Но ты сейчас у тебя на уровне шариата тебе дозволено это делать, братан. Да, дозволено. Но если отец скажет нет, то тебе никто ничего не сможет сделать. Как он может быть против, если Мухаммед пришел и говорит, я видел твою дочку во сне, ее мне в шелке показали, сам Аллах говорит мне на ней жениться. Как Абу Бакр может отказать ему? Он отказал ему, кстати. Смотри, он отказал ему, он не отдал 6 лет. Он не отдал 6 лет.
Он его еле-еле удержал, пока ей 9 не исполнилось, и откармливал ее длинными огурцами и финиками, чтобы она хоть чуть-чуть мяса набралась. И когда ей уже 9 стукнуло, больше Мухаммед не собирался ждать, пришел и уселся у них прямо дома и говорит: давайте несите мою жену. И откуда это вот такие слова громкие? Источник, скажи мне. Какие слова именно? То, что давайте, я уже не сдержался, несите мне ее, я откармливал ее туда. Ну, сюда. это Откуда? аллегория к его действиям. Он и пришел и сел у них дома прямо. Вот антихадис говорит мне, что я лучше кого-то. Ну, я не Да, буду ты такой лучше специалист, своего ты просто пророка, говоришь. потому что ты не смог бы переспать с 9-летним ребенком, даже хотя ты такой молодой. Во-первых, лично Если я... тебя спросили бы, ты, будучи стариком, у тебя есть внучка, да, 9-летняя, тебе 53 года, как твоему пророку, у тебя есть уже внуки. И представь себе, что бы ты ответил бы, если бы в таком возрасте тебя об этом спросили бы. Если ты, даже будучи в таком молодом возрасте, как сегодня, отвечаешь «нет», то есть тебе это не нравится. Ты понимаешь, что там есть что-то неладное, но тебя удерживает то, что это якобы пророк, что там якобы есть какой-то Бог. И тебя это удерживает, и ты ссылаешься на это, типа, ну раз, там есть Бог, пророк, значит, там наверняка что-то было. Так дело в том, что Мухаммед, раз, не пророк, Аллах, два, не Бог. В том-то и дело. Мухаммед был обычным человеком, который 23 года жил. Вот он увидел ребенка 9-летнего, захотел он трахнуть, да, переспать с ним. Он говорил, вот это вот его хотение, да, то, что ему захотелось, пришло в голову. Он говорил, что это ему Бог. Ребенка, да. Алло, у него не было 4 жен. У него Вот много ему жен что-то было. приходило. Что? У него было 4 жены, все довольны, 4 довольны. Нет, у него тогда не было, У него когда были он они. на Айшу женился, не было, у него первая жена после смерти Хадиджи. Это Сколько было Мухаммеду, когда он Сауда, женился, Аиша? это Сауда и Айша, первые его после Хадиджи жены. Уже дальше он, после Аиши, дальше уже начал жениться на всех этих. Хавса, Мавса, София и так далее. После Хадиджи он сразу на 3 женился. Бля, нормально голос О чем у тебя, я ни говорил, хрена я забыл. непонятно. Так вот, смотри. Дело в том, что вот когда Мухаммед, вот у него встал на ребенка, вот ему захотелось переспать с ним, да? Он говорил людям то, что ему пришло в голову. Вот ты ходишь сегодня, да, ты видишь там, я не знаю, к тебе женщина, или любая мысль, например, приходит тебе, а надо мне, сегодня пойти и напасть, на соседнее село, да? Он считал, Мухаммед, настолько он был болен, что вот это мнение, мысли, которые ему приходят в голову, он считал, что это ему Бог внушает на сердце. Понимаешь? То есть настолько был болен человек. Он видел сон. Что я перебиваю тебя. Секунду, я не закончил. Я уже 3-ю попытку делаю это сказать. Я доскажу, а потом вы меня можете перебить и сказать. Я сначала закончу. Так вот, он видел сон, и во сне он что-то делает, да? Куда-то на 7-е небо летал, там с Богом говорил, там намаз сказали ему во сне, да? Он выходил и думал, что это ему Бог сам внушил. То есть это был больным человеком, который свои мысли не отличал от божественного. То есть, прикинь, я живу, каждый человек живет, ему же приходят какие-то мысли в голову. А Мухаммед, поскольку ему христианин Варака ибн Науфаль, когда он в пещере был, помнишь, ему явилось существо и говорило: читай, читай, читай. Он говорил: я не умею читать, я не умею читать. И он после этого испугался, пришел домой. Это сейчас же можешь открыть Сахих Бухари, 3-й хадис номер. Он не испугался, он прочитал. Нет, он не прочитал. Читать. Ты можешь... Он начал читать. Нет, не начал. Приведи мне, прямо сейчас хадис, аят принеси мне, и я на 100% уверен, что там Сразу будет. говорил тебе же, я же тебе сказал. Сахих аль-Бухари, я сейчас открою и вместе зачитаем.
Это Isnad Давай. Link, исламский Ты расскажи мне просто, сайт, я смотри. сам сейчас зачитаю. Я тебе сейчас открою камеру, чтобы ты видел, как я захожу. Вот смотри. Закончил ты? Захожу Isnad Link. Вот смотри, Isnad Link. Это исламский русскоязычный сайт. Вот Сахих Аль-Бухари, сборник, заходим. Открываем первую книгу. Начало откровений. 3-й хадис идем. 3-й хадис. Сахих Бухари, 3-й хадис. Читаем. Нам рассказал бла-бла-бла, такой-то, такой-то, такой-то от Аиши, матери правоверных. Ниспослание откровений посланнику Аллаха началось с благого видения во сне. То есть чувак увидел какой-то сон. И никаких иных видений, кроме приходившего подобно утренней заре, он никогда не видел. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал уединяться в пещере на горе Хира, где занимался делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху в скобках, в поклонении в течение многих ночей, пока у него не возникало желание вернуться к семье. Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно для нового такого же уединения. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере на горе Хира. К нему явился ангел и велел: «Читай». На что он ответил: «Я не умею читать». Пророк сказал, теперь она передает уже слова от Мухаммеда. Сейчас она, вот к нему явился ангел, это говорит Аиша. Пророк сам к тому моменту не знает, ангел это или нет. Аиша говорит, теперь это, уже... Аиша, как можешь говорить это? Бля, ты ж... Ну, хадис передается от Аиши. Вот, передал нам Яхья, сказавший нам, рассказал Алейс от Укли, от Чиабы, от Урвы. Ты сейчас в Коран зашел и говоришь мне, Аиша передала, хотя Коран же писал Мухаммад. Какая Аиша? Откуда здесь Аиша? Ты вообще не знаешь, ты вообще не знаешь, как хадисы передаются. Ты больной, что ли, блин? Передаются хадисы. Хадис от кого передается? Договори. И не кричи. Если я кричать начну, ты начнешь плакать и выкинешь меня с этого. Давай на равных Тогда не перебивай, задал вопрос, слушай ответ. Все, от Урвы, от Ибн Зубайра, от Аиши, матери правоверных, то, что она сказала. Сначала сказала Аиша, вот, она говорит про Мухаммеда, что вот Мухаммеду во сне что-то было, он любил уединяться, там в пещере, бла-бла-бла, ему явился ангел и сказал, читай, он сказал, не умею читать. Теперь уже она передает от самого пророка. Вот Аиша, что слышала слова пророка, теперь она начинает его слова передавать. И она говорит, пророк сказал, тогда он взял меня и сжал так, то есть это существо, ангел, и сжал меня так. Пожалуйста, когда ты не говоришь, микрофон включай, а то кричать приходится, и сам себя не слышу в наушниках. Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела. А затем он отпустил меня и снова велел, читай. Я сказал, я не умею читать. Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, затем отпустил и велел, читай. Я снова сказал, я не умею читать. Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал, читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка. Читай, а Господь твой щедрейший. Аиша сказала, и посланник Аллаха, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим, вошел к Хадидже бинт Хуэйлид. То есть нигде тут не говорится, что он прочитал. Все, дальше переходит. Уже ему 3 раза это говорят, и он бежит к своей жене Хадидже домой, испугавшись. И посланник Аллаха, сердце которого вошел с этим Хадидже, и сказал, укройте меня, укройте меня. Бежит к своей жене, старушке Хадидже, и просит ее, как ребенок видел, бежит домой, и его где-то там леща дали или ударили, короче. И он бежит домой, говорит, мама, укрой меня, короче, спаси меня, мама, помоги мне. Меня побили. То есть вот так же он приходит домой и говорит, укройте меня, укройте меня. Его укрыли,
То есть жена укрыла его, Хадиджа. В подобном положении он оставался, пока страх не прошел. После чего он сообщил ей обо всем. После чего он рассказывает, что с ним в пещере случилось своей жене Хадидже. И говорит: я испугался за себя. Хадиджа сказала: нет, клянусь Аллахом, никогда не прокроет тебя Аллах позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабому и отдаляешь неимущего, отделяешь. Оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы. То есть ты самый хороший, ты самый любимый, ты самый мой добренький. Видел, как мать успокаивает, да, ребенка своего? Самый ути. Ты самый наилучший. То есть таким образом, нет, я хадис читаю, не закончил. Чуть-чуть осталось. Самая важная изюминка. Она таким образом успокаивает его. А после этого Хадиджа вышла из дома вместе с ним, берет его и привела его к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалю ибн Асаду ибн Абдаль-Уззе. Двоюродный брат Хадиджи. Кем он был? Дальше тут говорится. Который в эпоху джахилии до ислама принял христианство, пользовался для своих записей письменностью иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху, и к тому времени был уже глубоким слепым старцем. То есть Хадиджа берет Мухаммеда после этого случая, где он с пещеры бежит напуганный, берет его и ведет к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалю, который является христианином в кавычках. Почему он не был христианином, я сейчас объясню. Ни один христианин никогда не сядет, не будет выписывать из Евангелия, из Библии то, что ему нравится, а то, что не нравится, выбрасывает. Например, если я сегодня сяду, выпишу из Корана то, что мне по кайфу, а остальное выброшу, ни один мусульманин не признает меня мусульманином. Ни один. Все назовут меня еретиком, сектантом, заблудшим, отступником, муртадом, кафиром. Потому что если мусульманин тот, кто принимает все Слово Божье. Если христианин тот, кто принимает все Слово Божье. А это был чувак, который создавал свою секту, выписывая из Библии то, что ему по кайфу, то, что ему нравится, и собирал вокруг себя секту новую. И Мухаммеда в качестве нового адепта к ему привела Хадиджа, к Вараке. Дальше. Хадиджа сказала ему: «О сын моего дяди», то есть «О мой двоюродный брат, выслушай своего племянника». Варака спросил его: «О, племянник, что ты видишь? Что ты увидел? Что случилось?» И посланник Аллаха сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал, то есть посланник Аллаха рассказывает ему то, что он видел в пещере, что с ним случилось, что какой-то чувак пришел, душил его там, говорил что-то прочитать, а я отвечал ему: я не умею читать. Он все равно продолжал, как дебил, давить меня и просил читать что-то. Я ему опять говорил: я не умею читать, а он как дебил продолжал меня душить, прижимать, давить. Быстрее. И вот когда я закончу, я тебя подниму. Давид и, опять говорил: читай. Читай во имя Господа, который сотворил тебя из густка крови, И Варака отвечает, выслушав это. И Варака отвечает: это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе. Ты не найдешь ни в одном месте ни один христианин в этом мире, ни один христианин, ни один иудей тебе никогда не скажет такую чушь, что к Моисею приходил ангел Гавриил, Джибриль. К Моисею ангел не приходил. Муса лично разговаривал с Аллахом. Он никогда через ангела не говорил. Это единственный пророк даже у вас, который лично болтал с Аллахом всегда.
и у него брал все. Единственный пророк, который на лично один на один разговаривал с Аллахом, это Мухаммад. Это во-первых. Во-вторых, пожалуйста, Где ты он можешь разговаривал? быстрее это рассказать? Можешь? Где он Если ты разговаривал с настолько Аллахом? долго- Секунду, алло, дебил. Самый Что значит любимый лично пророк. это один Аллах? Где это Мухаммед разговаривал с Аллахом? Теперь смотри, я тебе сейчас приведу это, подожди, я тебе сейчас скажу все, ты сейчас минуты 2-3 там что-то вовсю дриндел. Дай теперь я тебе отвечу на весь твой дриндел. Смотри, во-первых, я тебе сказал то, что Аллах... Короче, пошел нахрен отсюда. Иди еби своего овца, блин, тупое ты животное. Я тебе хадис Бухари читал, дебила ты кусок. Если твой Бухари дриндел, то вся твоя религия дриндешь. Пошел и слушай учителя, уроки делай свои, дебил. Все равно вывели тебе информацию. Ну, человек пытается Тут как бы, рассказать. если понимаешь, человек всем. называет себя мусульманином, не признает свою же религию, то с ним уже не о чем говорить. Ну, Так, я давай как врач поговорим скажу сейчас одно, вместе. это как Слышишь? сказать. Ты меня слышишь? Вот ты сейчас Да, слышу. ты сейчас хочешь доказать, что Аллах не Бог и и Мухаммад посланник, да? Как я тебя Конечно, понял? конечно. Давай поговорим сейчас. Мухаммед это обычный человек, который А почему вы молчите? видел сон. Не, подожди, дай Еще мне раз. сказать. Я Что же тебя Мухаммед слушал. это обычный человек. Нет, я же тебя слушал. Дай послушай теперь меня. Я же тебя слушал. Я сейчас свою позицию разъясню, потому что мою позицию высказываешь ты и неправильно. Я повторю свою позицию, а потом можешь говорить. Я утверждаю, что Мухаммед это, самое аморальное существо, обычный человек своего времени, такой же аморальный, как и его общество, ничем абсолютно не выделяющийся, ничем хорошим, такой же аморальный PDF-файл, как и его общество, в котором он жил. Обычный человек, который не мог отличить, когда у него хрен встал на маленького ребенка, он ночью мечтал, представлял, как он с ним трахается, с ребенком, и видел потом еще сон, потому что когда ночью ты много о чем-то думаешь, ты обычно иногда видишь это еще и во сне. Вот он много мечтал, как он трахает маленького ребенка во сне, и в итоге перед сном, и в итоге увидел во сне, да, как он женится, как ему приносят этого ребенка в шелковом этом ткани, то есть Айшу, показывают и говорят: вот твоя жена, бери ребенка маленького в пеленках, да, шелковых пеленках в ткани приносят и дают, и он берет ее. Потом этот дебил не мог это отличить и воспринимал это как божественное вдохновение. То есть он называл это вахью. Типа я не сам педофил, а это мне Бог внушил педофилию. Типа я не сам хотел убивать людей, это мне Бог внушил убивать людей. Я не сам хотел спать с наложницами, это мне Бог внушил спать с наложницей. То есть такой человек обычно, бывают люди, которые не выросли, да? Вот у него возраст есть, по возрасту он стал большим, но он не вырос, не стал мужчиной, ребенком остался, который вечно ответственность не хочет нести и постоянно хочет прятаться за родителями, перебрасывать ответственность за свои поступки на кого угодно, лишь бы самому за них ответственность не брать. Вот Мухаммед был таким человеком. Вот за убийство, за все, что он совершал, он не хотел брать ответственность и говорил, что это не я всего лишь предостерегающий увещеватель, я не хочу трахать ребенка, клянусь, вот Аллах мне говорит трахнуть его, я мамой клянусь. Вот я говорю, что я утверждаю, вот какова моя позиция, что он был обычным человеком, и все, что ему приходило в голову, это были лишь его мысли, никак не божественное откровение.